В дни празднования Дня города Якутска, которому исполнилось 393 года, состоялась встреча приглашенных журналистов с главой городского округа город Якутск Евгением Григорьевым. Евгений Николаевич подвел небольшой итог работы в День города. Евгений Николаевич, через 7 лет городу будет 400 лет. Что вы ожидаете? Каким вы видите Якутск через 7 лет? Самое главное, что бы я хотел увидеть, это самый главный подарок 400-летию нашего города, это реализация 94 проектов, которые указаны в мастер-плане. Из 94 проектов 4 уже удалось реализовать. Это площадь Республики, набережная озера Сайсары, набережная Романа Дмитриевича Михайлова. Вот это вот 3 объекта, которые охватывают десятки тысяч горожан и которые преображают образ жизни в городе Якутске для любого горожанина. Погулять по проспекту, по набережной – это уже привычные вещи для горожанина. Также с 4-м проектом реализована модернизация домостроительного комбината. Ну и ведется сейчас в разной стадии, 25 проектов ведется. До 30-го года, если нам повезет, все сложится как мы хотим, мы реализуем все эти проекты, город преобразится и действительно станет эталоном для жизни человека в северных условиях. Мы живем в особенных климатических условиях, поэтому если мы все это сделаем, мы сможем всем показать, как надо жить на севере. Какие направления вы видите приоритетными для дальнейшего развития города? На данный момент одной из приоритетнейших задач является это ликвидация, снос ветхого аварийного жилья, модернизация общественного транспорта. Необходимо строить дополнительные школы, необходимо работать над ливневой канализацией. В городе Якутске она необходима в особенно важной степени, поскольку связана с сохранением вечно мерзлых грунтов и обеспечением сохранности всех плоскостных объектов благоустройства, там уличной дороги и так дальше. Вот основные проблемы. Евгений Николаевич, можно еще уточнить, пожалуйста, на пресс-конференции, какого платного проекта, есть ли понимание, какой цены будет и на баланс мэрии, где они будут работать? Пока не могу сказать про цены. Разные формы могут быть, но я думаю, это будет подведомственное учреждение мэрии, однозначно, чтобы администрировать было проще. Я думаю, мы постепенно начнем с какого-то одного пилотного проекта, но я думаю, наиболее загруженная и сложная улица там Мосов. Наверное, начнем упражняться с Мосов. А где появится памятник Дмитрию Егорову? Когда откроете? Ну, это пока еще такой вот секрет. Мы его откроем ближе к 9 мая следующего года. Журналистов интересовали вопросы городского бюджета столицы Якутии, от которых зависит жизнь горожан. Есть сигналы о том, что нужно затянуть пояса до зимы. И на чем, есть ли в планах какая-то экономия бюджета города, или мастер-план спасет, дорогие деньги есть. Но все же, может, какой-то дефицит намечается, и есть какие первоочередные такие меры для экономии средств? Мы, в принципе, уже, наверное, месяца 3 живем в условиях экономии, имеется в виду окружную администрацию, у нас ограничение на ряд закупок стоит. Это нормальная практика для того, чтобы мы могли обеспечить наши первоочередные расходы. Это выплата заработной платы и оплата коммуналки, исполнение судебных решений. Что касается по муниципальному бюджету, мы идем планово. Доходы обеспечивают нашими расходами. Все обеспечено, будет, не видим никаких таких колоссальных проблем, если не будет проблем с переданными полномочиями и субвенциями, которые должны поступать планово на исполнение наших функций городской администрации. Наши доходы обеспечены, поэтому планово, исходя из всех прогнозов, мы закончим год в установленных бюджетных параметрах. На внеочередной сессии Якутской городской думы внесены изменения в бюджет города Якутска на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Будет увеличен парк пассажирских автобусов.
Предложено перемещение средств на предоставление субсидии на финансовое обеспечение на оплату первоначального взноса по лизинговым договорам на приобретение автобусов для пассажирских перевозок в городе Якутске на сумму 225 миллионов рублей за счет средств бюджета, предоставленных по межбюджетному трансферту. Вторым вопросом депутаты рассмотрели законодательную инициативу Якутской городской думы о внесении изменений в статью 2 Закона Республики Саха-Якутия об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции. Цель инициативы – ограничить доступность алкоголя и снизить его потребление в праздничные дни и во время массовых мероприятий. Подобные меры уже действуют в большинстве регионов страны. Например, запрет на продажу алкоголя в День знаний установлен в 50 субъектах России. Законопроект будет направлен в Государственное собрание Ил-Тумен Якутии для дальнейшего рассмотрения. Журналист Олег Желнин затронул вопрос газификации Вилюйского тракта города Якутска, который не будет в ближайшие годы, если мэрия Якутска не примет срочные меры. Газификация невозможна в связи с тем, что это не земли населенных пунктов. Решение было принято уже по сотам, отдельно сейчас не могу сказать, а поручение президента же по сотам газификацию тоже. Ответ газовикам официальный мэрии города Якутска на одном из совещаний о том, что Вилюйский тракт газифицироваться не будет, там ни земли, ни населенных пунктов. Конкретно по 13-15 километру мы запрашивали в администрацию города Якутска о муниципальной границе города Якутска и его других сел, поселков, село Хатасы, село Пригородное, Жита и так далее. На что нам была направлена схема, где граница города была обозначена без учета дач 15, 16, 13, 15, 16, они в город не вошли. Соответственно, у нас в постановлении по газоснабжению указано, что в случае газификации допускается СНТ в случае, если в муниципальном образовании есть газовые сети. Так как эти дачи, эти СНТ не входят в муниципальную будет, да, в муниципальной границе ни города Якутска, ни к какому-то селу не относится, будет отказ. Давайте разберемся. С 13 по 16 километр 0. Сигнал услышал. Разбираться надо. Указ президента России о газификации садово-огороднических товариществ никто не отменял. Товарищества Вилюйского тракта получали земли именно под садоводство, существуют соответствующие документы. И заявления департаментов мэрии Якутска о землях сельхозназначения необоснованные, тем не менее они сознательно затягивают данный вопрос. Яркий пример неправильному отношению к горожанам-садоводам – противостояние департаментов мэрии Якутска по отношению садово-огородническому некоммерческому товариществу «Сатал». Верховный суд Якутии признал право на землю именно для ведения садоводства, при котором жилые строения разрешены федеральным законом за номером 217, а не земли сельскохозяйственного назначения, как утверждали департаменты мэрии. В 2023 году изменили генеральный план, это как бы первичный документ. Функциональная зона вообще определена по генеральному плану. Это именно зона садоводческих товариществ, огороднических садоводческих товариществ. По видам разрешенного использования там конкретно есть классификатор. В соответствии с этим классификатором должны были быть установлены правила. И правила это должны были установить зону С2А, введение садоводства и огородничества. Генеральному плану только соответствует вот этот вид разрешенного использования, существующего. А у нас сегодня, что мы оспорили? То, что сегодня зона С1, зона сельхозназначения. Мы же оспорили правила землепользования, это нормативно-правовой акт, принятый Якутской городской думой. В встрече Евгений Николаевич, он же сказал, что наши члены могут узаконить свои права на свои земли только в судебном порядке. Начались, думали, пробные иски сначала пойдут, а потом пробные иски мы выиграли, но этого было недостаточно. Получается, теперь мы
но уже на уровне Верховного суда Республики Саха-Якутия. Кстати, у нас же еще есть прецедент. Мы от 10-го квартала, еще 2 решения у нас положительные есть. Апелляционная, кассационная инстанции, они оставили в силе решение Верховного суда по аналогичному делу. Тоже член СНТ «Сатал». Ну, окружная администрация обжаловала же решение Верховного суда. Вышестоящие они оставили в силе в Новосибирске и во Владивостоке. По данному делу, в связи с тем, что это нормативно-правовой акт, это закон, который действует на территории городского округа города Якутск, принявшим органом является Якутская городская дума. Ответчиком признали и призвали к ответу Якутскую городскую думу. И окружная администрация была привлечена в качестве заинтересованного лица по данному делу. При этом нужно отметить то, что прокурор по итогам исследования всех доказательств, всех наших доводов, он встал в защиту, в данном случае, истцов, да, и признал то, что действительно эти правила землепользования должны быть признаны законными. Судебное заседание было 29 апреля, и судом вынесено решение о том, что да, действительно это правило не соответствует генеральному плану, и поэтому признаны незаконными. Наконец-то вышло решение Верховного суда Республики Саха-Якутия. Жители Сатал, они никакие не нарушители закона, они не самозахватчики. Это действительно земли для садоводческих товариществ, где можно строить дома, дачи, проживать, прописываться. То есть то, что раньше мерия направляла иски о сносе, о самовольном строении, они сейчас будут, суд вынесет решение об отказе в удовлетворении тех исков. Но сейчас надо, чтобы окружная администрация в срочном порядке передала документы в Якутскую городскую думу, чтобы депутаты на внеочередной сессии приняли соответствующий нормативный правовой акт о внесении изменений в правила землепользования города Якутска. Судебное решение Верховного суда по отношению к товариществу «Сатал» до сих пор не исполнено окружной администрацией путем предоставления необходимых документов в Якутскую городскую думу для проведения публичных слушаний с последующим принятием изменения в правила землепользования городского округа. На Вилюйском тракте создается такая же ситуация. Необходимо главе городского округа принять меры для газификации Вилюйского тракта. Общение с прессой – это обязанность любого публичного лица, поскольку помогает формировать стратегический диалог, который должен быть выстроен с представителями СМИ. Поэтому чем чаще мы встречаемся, тем проще объяснить логику принимаемых решений и повестку, в которой мы работаем.